В эфире программа «Вести интервью». Гость в нашей студии сегодня министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. Сергей Геннадьевич, добрый день. Здравствуйте. Сергей Геннадьевич, прежде чем перейдем к основной теме нашей сегодняшней встречи, хотелось бы задать вам вопрос, который назрел на сегодняшний день и волнует аграриев республики. В прошлом году в марте начались посевные работы, и если мне память не изменяет, 14 марта аграрии вышли в поля. Как в этом году будут обстоять дела, не повлияет ли затяжная зима на посевные работы и не скажется ли это на урожай? Спасибо за вопрос. На самом деле в прошлом году 14 марта уже начали вносить удобрения, но вышли на сев в конце марта. Потом снова наступила зима, если вы помните. Потом второй раз наступила весна. И работы у нас в прошлом году, конечно, затянулись. Вместо 20 дней мы проводили весенне-полевые работы около 75 дней. И как закончили весенне-полевые работы, скажем так, через месяц уже вышли на уборку. Уникальный был год, но год был неплохой. Это мы почувствовали уже потом. Для аграриев был хороший год, была высокая урожайность. В этом году, вообще в среднем за 10 лет, вот как-то так происходит, да, выходили носить удобрения в середине апреля, а насев уже в конце апреля. В этом году, примерно, я считаю, да, по сравнению к прошлому году мы чуть опаздываем, но в целом пока не критично. Будем надеяться, что в ближайшее время потеплеет и мы выйдем на весенне-полевые работы, но мы должны быть готовы в течение 2 недель, 15-20 дней, скажем так, максимум, провести весенний сев. И каждый аграрник должен понимать, что пока влага не ушла, пока нужно вовремя, в общем, засеяться. Аграрий готовится. Спасибо вам большое за ответ. Теперь перейдем к главной теме нашей сегодняшней встречи. Это комплексное развитие сельских территорий. И, Сергей Геннадьевич, что, по-вашему, комплексно развивать сельские территории? Сначала действовала программа устойчивого развития сельских территорий, называлась, потом она стала комплексной. Сама программа называется «Комплексное развитие сельских территорий». Да? И за вот это время, за 5 лет, очень много удалось, я считаю, сделать населению. Раньше этой программы не было, мы все помним, и не было никакого инструмента решить какие-то вопросы в сельской местности. На мой взгляд, должен быть паспорт каждого сельского поселения, так же, как паспорт каждого поля, паспорт каждого сельхозпредприятия. И в каждом поселении должен быть свой минимальный стандарт. Совсем недавно, мы вместе с вами, год назад, буквально, приняли такой большой документ, программу развития, комплексного развития Чувашской республики. Участвовали в представлении этой программы и общественность, и руководители районов, и поселений, и так далее. Руководители предприятий очень бурно обсуждали, очень долго. По идее, такие комплексные программы развития должны быть на каждой территории, в том числе и в сельской местности. Каждый должен для себя понимать, что нужно сделать в том или ином населенном пункте, чтобы создать нормальные условия проживания населения. Каждый подходит, к сожалению, по-разному. А населенных пунктов очень много, 1728 только деревень, скажем так, еще города. Очень часто мы видим, что где-то неправильно расставляются приоритеты и начинают судорожно строить то одно, то другое. Хотелось бы, конечно, провести нормальные общественные слушания, возможно, да, поговорить с населением, что нужно в первую очередь, вторую, расставить как-то приоритеты и планово вот эти все мероприятия, расписанные в этой программе, реализовывать. Очень часто мы видим, например, в деревне закрывается большая школа. Из-за того, что учеников мало, все это понятно, начинают возить в соседнюю деревню, школа закрывается, и буквально в тот же год начинает строить, например, фельдшерско-акушерский пункт или еще что-то. А могли бы просто чуть-чуть уменьшить школу в этом же здании, а есть такая практика, разместить и фельдшерско-акушерский пункт и так далее, то есть комплексно можно было рассматривать, и так далее. И мы понимаем, многие говорят, для чего мы это делаем вообще все, вот эти программы для чего нужны? Прежде всего, комфортные условия создать. Для чего комфортные условия? Чтобы молодежь оставить, сохранить население. Наша основная задача – сохранить долю населения, которое проживает в сельской местности на уровне хотя бы 35-39%. До 2025 года мы пока такую задачу ставим. И чтобы сделать это, одного развития агропромышленного комплекса населения недостаточно. Для этого нужно развивать параллельно, решать
Например, вопросы кадровые не только в АПК, но и в образовании, в здравоохранении и так далее. Но без этого просто комфортных условий не будет проживания населения. Мы понимаем, что это невозможно. Сергей Геннадьевич, а вот какие показатели за прошлый год, как была реализована программа? Прошлый год, столько как в прошлом году, не строили мы давно, честно говоря, в сельской местности. Реализовано было более 3100 объектов на селе только в прошлом году. И на эти цели было направлено более 4,5 миллиардов рублей. Все действующие формы поддержки сохранятся и в 2021 году. Все действующие программы комплексного развития сельских территорий, они сохраняются. В этом году на данную программу будет выделено 818 миллионов рублей. Скажите, пожалуйста, на что будут потрачены эти деньги? В бюджете на 2021 год заложено 818 миллионов рублей. Это только по линии Министерства сельского хозяйства. Но есть еще много других направлений по линии Министерства строительства. То есть очень тоже для села много интересных программ. Например, второй год реализуются в сельской местности проекты благоустройства территорий по линии Минстроя. Строятся водонапорные башни, ремонтируются системы водопроводная и так далее. То есть по линии Минздрава, по линии Министерства образования, по линии Министерства культуры тоже очень много разных программ. Я думаю, общая сумма примерно она будет такой же, как в 2020 году. Сергей Геннадьевич, хотелось бы сейчас с вами обсудить такую программу, которая набирает в нашей республике обороты. Это инициативное бюджетирование. Скажите, какие проекты были самыми популярными в прошлых годах и как, по вашему мнению, сложится ситуация в этом году? 4-й год подряд в республике уже работает программа инициативного бюджетирования. Первые годы реализовывали около 100 проектов в год. В 2020 году было реализовано более 800 проектов. В этом году тоже конкурсный отбор проведен еще в конце прошлого года и отобрано 722 проекта на сегодняшний день. Не ожидали мы, что будет продукт настолько востребован в начале создания этого проекта. На самом деле эту программу население полюбило, и она будет действовать и дальше. Если кто-то вдруг не успел подать документы для участия в этой программе, в этом году будет объявлен на сэкономленные деньги повторный конкурс, то тоже, если есть такие горящие проекты, люди могут поучаствовать в этой программе. Из самых востребованных это ремонт грунтовых дорог, я бы отметил. Около 400 проектов в этом году подано именно по этому направлению. Понятно, очень много улиц, куда не заедешь. И мы не строим дороги, мы их ремонтируем, эти грунтовые дороги, щебеним, скажем так. Но для некоторых улиц, может быть, больше и не надо. Также очень много проектов по благоустройству территорий. Очень много проектов по благоустройству мест захоронений. По этой программе люди строят и детские игровые площадки, ремонтируют, реконструируют и строят очень много объектов по линии жилищно-коммунального хозяйства. Это и система водоснабжения, система водоотведения. Очень много ремонтируется социальных объектов, дома культуры, ремонтируются школы, садики. Около 50 проектов ежегодно. Также по этой программе можно очистить пруды, которые заились уже давно. Также реализуются проекты обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах. То есть по этой программе можно сделать все быстро, во-первых, потому что не требуется проект, прошедший экспертизу с одной стороны. Но в то же время проектов реализовывается очень много. Хотелось бы обратить внимание на качество проектов. В разных районах, в разных населенных пунктах, к сожалению, встречаются проекты, где не очень, скажем так, качественно выполнены проекты. Поэтому мы предлагаем, просим, чтобы принимать все объекты комиссионно с участием общественности, старост, контрольно-счетных органов в районах, ну и так далее. Общественность обязательно, ну и специалистов, конечно, обязательно тоже надо привлекать. И надо обращать большое внимание на это. Инициатив поступает много, я думаю, от сельчан. А по каким критериям выбираются проекты, которые будут финансироваться? За эти 4 года все инициативы граждан были поддержаны. Все. Да, проходит конкурсный отбор, но принципиальная позиция главы республики Олега Алексеевича такова, что если народ, население или юрлица, чтобы построить разные инфраструктурные объекты на селе, в том числе и социального направления, если народ собирает деньги, то государство обязательно должно поддержать. Такая позиция руководителей региона
и пока никому не отказывали. Хорошо, когда любая инициатива, с инициативой, когда выступает само население. Ну, в принципе, так и должно быть. И здесь тоже районы очень разные. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы активнее участвовали все граждане в реализации разных проектов, чтобы проявляли больше инициатив. Очень много зависит от расторопности глав поселений. Есть районы, которые очень активно участвуют даже в программах инициативного бюджетирования. Такие районы, например, как вроде небольшие районы, Красночитайский район, Порецкий район, очень большим количеством заявок выступают. Есть вроде как и большие районы, но с маленьким количеством заявок, например, Батыревский район. Тоже районы разные, но и год на год не приходится, поэтому надеемся, что с учетом того, что и в сельской местности и коммерческих проектов реализуется все больше и больше, комфортные условия все равно надо создавать, и надеемся, что инициатив будет больше, и все эти инициативы будут поддержаны. Одна из наиболее популярных программ – это льготная сельская ипотека. Скажите, Сергей Геннадьевич, как прошел год реализации данной программы? Да, тоже интересный продукт. С 2020 года появилась программа сельская ипотека. В прошлом году больше 770 человек уже успели поучаствовать и получить кредиты. Кредиты выдаются в сумме до 3 миллионов рублей на приобретение, на реконструкцию и на строительство жилья. Более 1 миллиарда 200 миллионов рублей выдано в прошлом году. Но здесь мы столкнулись с такой проблемой, вроде как все хорошо, деньги есть, желающие есть, банки одобрили, а жилья нет, чтобы купить. Не все районы, а жилье можно приобрести только в сельских агломерациях или в сельских населенных пунктах. Не все районы оказались готовы принять такую программу, и многие просто не смогли купить, поэтому ставим задачу перед районами быстро проинвентаризировать все земельные участки, сделать все для того, чтобы зашли застройщики и начали строить нормальное жилье. Многие спрашивают, какое жилье востребовано. Новое жилье востребовано. Да, бывает, на вторичном рынке тоже покупают, но в основном все хотят новое жилье. Здесь, напомню, можно купить и квартиры в многоквартирных домах, и купить индивидуальное жилье. И также напомню, что таких регионов, кстати, немного. Олегом Алексеевичем Николаевым было принято решение для отдельных категорий граждан уменьшить процентную ставку. И в Чувашской республике ставка по кредиту для многодетных семей составляет 0,1%, для работников агропромышленного комплекса 0,5%, для соцработников 1% и так далее. Также могут льготной ставкой воспользоваться работники сельхозкооператив и потребительской кооперации. И главы поселений могут, и главы районов, тоже муниципальные служащие, поучаствовать в этой программе и получить кредиты по льготной ставке. Поэтому продукт очень интересный. В этом году также принимаются заявки, и можно в этой программе поучаствовать. А до какой даты принимаются заявки? Они принимаются постоянно банками. Можно подойти в банк. Основной оператор, конечно, больше всех выдал кредиты Россельхозбанк. С ними как-то понимание сложилось больше населения. Мы видим по цифрам пока такая картина. Сергей Геннадьевич, еще назрел вопрос, а как же все-таки селянам поучаствовать в программе комплексного развития? Какие ваши рекомендации? Программа комплексного развития сельских территорий, она очень большая, и там очень много подпрограмм. Мы пытаемся до местных властей доводить информацию всю, и консультируем, и делаем все, создаем все условия, чтобы они участвовали. Программ разных много. Сделать на селе можно сегодня построить абсолютно все. Сегодня, если на селе неплохая демографическая ситуация, она не везде, к сожалению, у нас, скажем так, благоприятная, да? Если на селе строятся, развиваются разные предприятия, в том числе аграрные или неважно какие, то есть если создаются рабочие места, то абсолютно на селе можно построить абсолютно все. Программы разные. Есть программы, где требуется софинансирование со стороны юрлиц или населения. Есть такая же программа, как у нас, федеральная, по типу инициативного бюджетирования, только софинансирование там 70/30. И один проект может быть не более 2 миллионов рублей, не дороже. Есть такие программы. Есть для развивающихся районов, сельских поселений, где требуется расширение деревень, строительство новых улиц и так далее.
Есть очень интересная программа, называется «Комплексная застройка сельских территорий», по которой можно построить и дорогу, и электричество, и газоснабжение, водоотведение, водоснабжение, электрифицировать улицы, ну и так далее. Есть такие программы. Поэтому надо просто к этому готовиться и проектировать, и готовить заранее проекты для участия дальше в федеральных программах. Это очень важно. С этой проблемой мы тоже столкнулись, очень долго не могли участвовать из-за отсутствия проектов. А проектов не было из-за того, что в муниципалитетах не хватало денег, денег же всегда не хватает. И было принято решение, и второй год подряд мы даем деньги районам для проектирования разных социальных объектов. Доводим деньги. Районы проектируют, потом участвуют в разных программах. И как-то в этом году, в 2021-м, впервые сформировали по всем направлениям хорошую заявку и отправили в Минсельхоз России. Надеемся, проектов в следующем году будет намного больше. Спасибо большое, Сергей Геннадьевич, вам за беседу. Спасибо вам.